Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Елена Зинатуллина. Через 15 дней после трагедии в Казанской гимназии из ДРКБ выписали еще 2 школьников. В стационаре остаются 4, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики, констатируют врачи. Напомним, 11 мая после стрельбы в учебном заведении в ДРКБ привезли 18 детей. УФАС Татарстана заподозрила муниципальное предприятие набережных Челнов в монополизации рынка похоронных услуг, что привело к росту цен на этом рынке в 3-4 раза. Об этом сегодня заявили на публичных обсуждениях в Татарстанском управлении антимонопольной службы. Какие нарушения выявляются при госзакупках, что происходит с ценами на продукты, узнал Дмитрий Аринин. Как выяснилось, какая ситуация, что работник этого МУПа, специализированной организации, одновременно являлся директором кладбища. Так антимонопольщики республики заподозрили исполком набережных Челнов в монополизации рынка ритуальных услуг. Как считают в УФАС, власти города дали местному МУПу исключительные права на проведение похорон. В результате стоимость услуг выросла в разы. Он говорит, расторгайте договор. Заключить нужно с этой организацией, потому что он тут работает. При этом цена, он ранее заказывал за услуги за 4000 рублей, а там уже 12 тысяч предлагают. Была уже плановая проверка на бирже, мы на это обратили внимание, даже съездили на соответствующее кладбище, зафиксировали эту ситуацию, то есть заактировали и уже сейчас принимать соответствующие процессуальные решения. Как отметили, на государственные муниципальные закупки приходится почти половина всех нарушений в этой сфере. Виновных штрафуют и привлекают к ответственности. На особом контроле держат расходование средств по национальным проектам. По нацпроекту «Экология» нас закупали пожарные автомобили для тушения лесов. Был выявлен картель, 10 госконтрактов. Договоренность была выявлена между участниками торгов. Это «Автопоштех» и СТ-Авто. Организация, московская организация одна. Доход 670 миллионов от этих 10 контрактов. Мы выявили картель, доказали его, виновных привлекли к ответственности. На контроле держит и рост цен на продукты питания. Как отмечают, после мер федерального правительства ситуацию удалось стабилизировать. Сейчас резких скачков нет. Есть небольшие колебания, выросли цены на чай, на масло подсолнечное, но в пределах 1%. То есть, в принципе, я могу вам сказать, что на базе Минпромторга есть оперативный штаб, мы регулярно собираемся, как только отклонения идут, мы каждый вопрос обсуждаем. Сейчас все больше поступает жалоб на навязчивую рекламу по телефону, СМС-рассылку и постоянные звонки. В 7 утра звонят, в 6 утра звонят с предложением финансовых услуг по доставке еды. Уже совместно с операторами сотовой связи начали переговоры по созданию системы, которая автоматически будет блокировать соответствующую незаконную рекламу. Также в УФАС завершили дело по обращению ательеров и рестораторов. Бизнес жаловался, что во время самоизоляции, когда они не работали и мусора не было, рекоператор отказывался снижать стоимость услуг. Вынесено решение в настоящее время, обвинительное. УК ЖКХ дано предписание о том, чтобы они исправили ситуацию, пересмотрели свои подходы по взаимодействию с образователями отходов в части того периода, когда они фактически не осуществляли свою деятельность. В этом году за различные нарушения антимонопольная служба республики взыскала штрафов более чем на 14 миллионов рублей. Идем по линии наложения именно предупреждений для того, чтобы не ставим задачу именно наказать, а вопрос в том, чтобы не было нарушений. Во всех сферах ситуацию и дальше будут держать на контроле. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вместо 60, 80 и даже до 110 км в час. В Татарстане меняют скоростной режим на 52 участках. Где-то это только сезонная мера, на лето. А вот в некоторых местах полностью снимают ограничения. Где можно ускориться, расскажет Вероника Ганудинова. Это Мамадышский тракт, въезд в Казань. На этом участке дороги максимально разрешенная скорость теперь 80 км в час вместо 60, но только в летний период. Это уже 841 километр трассы М7 «Волга». Дорога от Казани в сторону Челнов. Раньше здесь было ограничение скорости 50 км в час. Теперь ехать можно быстрее на 20 километров. На трассе это 50 слишком, это мало. Там знак 50, там знак 50. Везде время теряешь на этом. Пробки из-за этого создаются. С грузом идешь, сбавил скорость, опять уже нагрузка для машины, расход большой идет. А так идешь стабильно 70 километров, и расход нормальный, и
себя хорошо чувствуешь. 50 поставят, 50 будем, 70, 70. Ну 70, конечно, хорошо. Увеличить скоростное движение конкретно на этом участке с 50 до 70 километров удалось благодаря тому, что здесь появились вот эти столбы освещения. Потому что чаще всего, по статистике, здесь ДТП происходили в темное время суток. За последние 2 года скоростной режим увеличили на 33 участках дорог. Для этого нужно соблюдать несколько условий. Разделение потоков встречных направлений, освещение, минимальное количество перекрестков, пешеходных переходов и отсутствие аварийности. В текущем году, ввиду того, что по республике проводится большой объем инженерных мероприятий на дорогах, дороги становятся лучше, безопаснее. Нами по всей республике проведена ревизия всех знаков ограничения скорости, по итогам которой сейчас уже на сегодняшний день есть 52 участка дороги, на которых знаки будут демонтированы. Кроме этого, на некоторых участках скоростной режим увеличат до 110 км в час. Такую скорость разрешили уже на 2 участках трассы М7. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Пестричинский район. Купальный сезон в республике официально еще не открыли, а утонувших уже 4. Накануне в озере Средний Кабан в Казани утонула 47-летняя женщина. Сейчас к открытию летнего сезона готовятся 37 пляжей по всей республике. Сегодня инспекторы ГИМС проверили казанский Локомотив. Где можно купаться без риска для здоровья, расскажет Наталья Мезина. Ну что, как говорят, вода просто сказка. Жаркая погода так и зовет уехать подальше от города и поближе к берегу. Но до открытия официального купального сезона еще остается буквально 5 дней. Уважаемые отдыхающие, в данный момент купаться запрещено. Это излюбленное место горожан и туристов в самом центре города. Купальный сезон здесь стартовал с подачи самих отдыхающих. В этом году 4 раза купался уже. 4. Сегодня 5-й раз купался. Пока одни делают бесстрашные заплывы по Казанке, другие на берегу. Принимают другие ванны, солнечные. У меня дома ванна есть, душ есть. Мне хватает вот так. Ну, мы не купаемся, мы просто отдыхаем, загораем. Ну, пока вода еще холодная. Безопасность отдыха сейчас проверяют инспекторы ГИМС на 5 казанских пляжах. Нижнее Заречье, озеро Глубокое, Большое Лебяжье, Комсомольское и Локомотив. Спасательные круги будут вот так висеть с открытием купального сезона. Но пока купальный сезон не открыт, мы их сегодня уберем. Было проверено укомплектованность спасательного поста, границы пляжа, сам рельеф пляжа, квалификация спасателей проверены, их документы. Дно водолазами обследовано, документация в порядке. Снаряжение имеется спасательные круги, жилеты, конец Александрова. Жилеты, спасательные круги, аптечка, информационные щиты. Нарушений не обнаружено, а значит, к открытию сезона пляж готов, говорит Никита Коробицын. В этом сезоне с 1 июня спасатели будут дежурить с 9 утра и до 8 вечера. Основная причина несчастных случаев – это купание в алкогольном опьянении, если это взрослый человек. Также, к сожалению, бывает такое, что взрослые родители оставляют без присмотра детей несовершеннолетних. На пляж Локомотив еще никто никогда не тонул. Несчастный случай как бывает? Приходят сюда вечером, ночью, делают, готовят шашлыки, разбивают бутылки. Эти бутылки все вот в песке закапывают, детишки бегают, вот, режутся. Вот такое очень много случаев. В этом году на водоемах республики уже утонули 4. В прошлом за лето 64 татарстанца. 9 из них – дети. 15 дней назад открыли мы его, купались 5-6 раз. Но по купальный сезон запрещено, 1500 штраф. Но вы не боитесь? Нет. За водные процедуры на необорудованном пляже придется отдать 1500 рублей. К открытию сезона в Татарстане готовится 37 пляжей. Официально открыты только 2 – в Заинске и Лаишево. Наталья Мизина, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Промплощадки есть, но арендаторов мало. Как решить этот вопрос? Сегодня в Лениногорске на выездном заседании Комитетов Госсовета по бюджету и местному самоуправлению обсуждали меры поддержки промплощадок. Что мешает резидентам развиваться сегодня и на какую еще господдержку они могут рассчитывать, спросила Фируза Хамидуллина. Это одна из промплощадок лениногорской идеи «Юго-Восток». Предприниматель Эрик Бабаджанов производит металлочерепицу и профнастил. Несмотря на пандемию, в прошлом году реализовал 300 тонн продукции. Главная проблема – это стоимость металла. За 4 месяца сырье выросло на 120%. Металл, да? Да, подорожал. А реализация как у вас сейчас? Реализация, она сказывается то, что подорожала. На соседней площадке производят столы и стулья из металлокаркаса. 200 тысяч единиц в день. Главный инженер рассказывает, растут цены на сырье. Сохранить себестоимость и при этом зарабатывать становится сложнее. В прошлом году прорабатывали вопрос в начале года на выход уже в Германию.
Вот. Но потом как раз эта пандемия, закрытие границ, то есть этот вопрос пока подморозился, а планы есть. Помимо промплощадки здесь работает одноименный технопарк. Чтобы привлечь новых резидентов, здесь нет инженерной инфраструктуры. Тут надо будет посмотреть и провести инфраструктуру в соответствии. И, естественно, тогда знать, а что мы здесь хотим разместить, какое производство. Как решить этот вопрос, обсуждает на совместном заседании 2 комитетов Госсовета. Одним из серьезных и действенных мер поддержки это является создание инженерной инфраструктуры, ну или промышленных парков, площадок. Мы понимаем, что малому и среднему предпринимателю строить для себя инженерную инфраструктуру или здание порой не под силу. В Татарстане 1500 резидентов на 100 промпарков, в среднем по 15 на каждый. В Лениногорске 6 промплощадок и всего 13 резидентов. Новый законопроект и налоговые льготы, которые приняла Госдума в апреле, помогут привлечь новые производства. Пониженные ставки по УСН установлены для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории индустриальных и промышленных парков, при условии заполненности этих парков не более чем на 70%. Сегодня принято решение усилить работу по информированию резидентов о мерах господдержки. Это льготные микрозаймы, субсидирование части затрат на электроэнергию. Успешные промпарки – это прежде всего социально-экономическое развитие районов. Рустам Минниханов подчеркнул это в своем послании Госсовету. Илюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорск. В Татарстане за браконьерские связи задержан директор госзаказника Свияжский. Все подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня принял участие в электронном предварительном голосовании «Единой России». Как сообщает его пресс-служба, президент создал учетную запись на сайте и активировал ее через личный кабинет портала Госуслуг России. Предварительное голосование в электронном формате проходит в течение недели с 24 по 30 мая. Желающие проголосовать очно могут прийти на счетные участки в это воскресенье. По итогам праймериз партия сформирует список кандидатов для выдвижения в депутаты Госдумы. Подвижные кресла, мегазеркала, трансформация пространства. Сегодня в Москве Рустам Минниханов осмотрел уникальный электротеатр имени Станиславского. Учреждение культуры очень популярно среди москвичей. Сегодня в сопровождении помощника Натальи Фишман-Бекмамбетовой президент осмотрел историческое здание, оценил условия, созданные для труппы. Ему рассказали историю основания и перерождения электротеатра. Здание пережило серьезную реконструкцию. Со слов Бориса Юхананова, художественного руководителя театра, сейчас это одна из самых высокотехнологичных сцен России. Как они снизу поднимаются? Или они поступают сюда, разбираются, выставляют. Оперные и балетные постановки в театре Станиславского и Немировича Данченко проходят регулярно. Возможно, что в скором времени у театрального сообщества Москвы и Татарстана появится новый вектор сотрудничества. Татарстану интересен федеральный опыт по реконструкции театральных пространств, в частности, здания и сцены театра Камала. Председатель Государственного совета Фарид Мухаммедшин сегодня с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. Он принял участие в работе Невского международного конгресса «Экология планеты». Конгресс проводится Минэкологии России под эгидой Совета Федерации. Участие принимает Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ. Психологи для родителей перед разводом, физкультура для детей-инвалидов, билборды с фотографиями примерных семей. Такие предложения общественных организаций сегодня обсуждали на круглом столе «Защита семей в Татарстане». Он прошел на базе оперативного центра «Единой России». Какие еще идеи предложили для сохранения института семьи? Подробно Салават Мухаммадуллин. Защита семьи – это прежде всего полномочия государственных органов власти. Представители органов власти заинтересованы в сотрудничестве с общественниками. Их идеи и работа востребованы. Например, сообщество молодых семей республики помогает родителям информационно. Рассказываем про льготы, обсуждаем проблемы. У нас каждую неделю мы проводим совещания в онлайн-формате, офлайн-формате. В защите и поддержке больше всего нуждаются многодетные семьи. Их в Татарстане 30 тысяч. В сложный пандемийный год были оказаны беспрецедентные меры поддержки. Были и разовые выплаты государственные, там и президент раз за разом опять очередное выступление, опять деньги. То есть, в принципе, достаточно хорошая
была финансовая помощь в тот тяжелый 2020 год, когда и с работой было тяжело, и секторы там, и услуг очень сильно просели. Сегодня обсудили проблемы семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Говорят о том, чтобы создать условия на дому. Не должны только охватывать тех лиц с ограниченными возможностями, хочу называть их инвалидами, которые могут сами как-то передвигаться на коляске или так, да, но мы должны в будущем уже думать о том, как мы охватим лиц, которые у нас находятся на дому, лежачие, то есть они могут тоже заниматься спортом. Тем, кто находится на грани развода, предлагают бесплатные визиты к психологам. А фотографии примерных семей могут появиться на городских билбордах, и им готовы посвятить целую книгу с их же секретами. Столько крепких семей в нашей республике, которые являются образцом для своих детей, для своих внуков, для своих соседей. Но не все знают секреты этого семейного счастья и семейного благополучия. Озвученные сегодня инициативы передадут в Общественную палату, министерствам и депутатам, чтобы реализовать их на деле. Салават Ухмадуллин, Айдар Кунафин, ТНВ, Казань. Книги в добрые руки. В Татарстане продолжается акция «Читай, страна». Она вошла в календарь «Партия добрых дел Единой России». Уже собрано больше 4000 книг. Их передают в детские больницы. Сегодня книги в РКБ передали депутаты объединения «Мерхамет Милосердие». Их смогут читать маленькие пациенты. Таифу НК высокая оценка президента. Рустам Минниханов на Дне химика в Нижнекамске оценил продукцию компании. Сегодня они выпускают 49 видов продукции. Основные – это дизельное топливо, прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битум. На традиционной выставке, приуроченной ко Дню химика, особое место за компанией Таиф НК. Год от года продукцию компании показывают президенту республики. В этот раз отдельное внимание экологии. За счет рационального использования побочных топливных газов компания предотвращает выбросы в атмосферу. Для защиты природы реализует экологические проекты «Чистый воздух» и «Чистая вода». Недавно Таиф НК задекларировала новый вид топлива – дизельное топливо стандарта Евро-6 со сверхнизким содержанием серы. Я доложил президенту о результатах работы Таиф НК в области глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков. Значит, мы достигли рекордных показателей в первом квартале 2021 года. Это 91,4% составил в марте месяце. И вот сегодня в День химика, День нефтепереработчика тоже мы считаю, это и наш праздник. На главном праздновании десятки сотрудников компании. Со сцены президент вручает им государственные награды и благодарности. Ильфату Фазылзянову звание заслуженного химика Республики Татарстан. Я в шоке, действительно я в шоке. Так мне высоко оценили. Сам личный президент руку мне пожал и поздравил Днем химика. Я очень рад. Я хотел быть лучшим. Я стал лучшим. Их призвание – нефтепереработка. Их работа – менять мир к лучшему через упорный труд, преданность делу, инновации и постоянное стремление к совершенству. Нижнекамск нефтехим сегодня присоединился к телемосту, который объединил нефтехимиков со всех регионов России. Прямой эфир прошел в честь профессионального праздника под хэштегом «Химики вместе». Компания много лет является лидером в этой области работы. Коллеги, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Татарстанцы приветствуют коллег с нового производства 5-го поколения ДССК. Это стратегический объект компании. К его строительству приступили в 2019 году. Накануне уже запустили в работу. Об этом сегодня говорят на всю страну по телемосту, который объединил крупнейшие химические и нефтехимические предприятия. Телемост компании «Химпрома» транслирует в соцсетях и на сайте Российского союза химиков. Под хэштегом «Химики вместе» к акции присоединился и Нижнекамск нефтехим. Дорогие друзья, я считаю, что сегодня день нашего профессионального праздника. Мы все гордимся тем, что мы причастны к профессии химика. Нам действительно есть чем гордиться. Все наши достижения – это результат совместного плодотворного труда ученых, производственников, трудовых коллективов и каждого конкретного человека. И сегодня два сотрудника Нижнекамск нефтехим получили благодарственные письма от Минпрома Татарстана. Это аппаратчик управления водоснабжения Елена Борисова и оператор сушки завода бутилового каучука Фарид Матыгулин. Хочу всех поздравить с Днем химика.
Я на этом заводе работаю с 1989 года. Оператором сушки мы выпускаем каучуки, 3 вида каучука. Заслуги нижнекамских нефтехимиков в развитии отрасли известны далеко за пределами региона, подчеркнул Виктор Иванов. Вы хорошо помните Николая Васильевича Лимаева, основателя и строителя этого предприятия. Продолжайте эту работу, потому что Нижнекамск нефтехим – это наша настоящее и будущее. Сейчас Нижнекамск нефтехим продолжает реализацию ряда крупных проектов. Они станут новым импульсом для перехода на новый этап в истории компании. Это грандиозный проект по возведению олефинового комплекса, а также запуск собственного энергоисточника предприятия теплоэнергостанции ПГУ ТЭС. Их будущее в их руках. Председатель комиссии при президенте республики по вопросам сохранения татарского языка Марат Ахметов сегодня посетил Казанский техникум народных художественных промыслов. Его студенты своими руками создают вышивку, картины, ювелирные изделия народов России, тем самым сохраняя и приумножая историко-культурное наследие нашего региона. Так здоровались их предки, так приветствуют и они. На татарском, русском, башкирском, чувашском, марийском, удмуртском, мордовском языках. Так Марата Ахметова встречают студенты техникума народных художественных промыслов в национальных костюмах и украшениях. Все сделано своими руками. Это все у нас входит в наши модули обучения. Здесь готовят будущих швей, художников, гончаров. Это мастера народных промыслов. Профессия штучная и очень востребованная на рынке. Есть огромная ниша духовной потребности, и люди заинтересованы в этом направлении быть способным представлять разные услуги счет как раз этих направлений специалистов, которые готовят здесь. Техникум единственный такой в республике. Здесь с нуля обучают всем тонкостям древних искусств. Чтобы воссоздать некоторые изделия, студенты изучают архивы, знакомятся с редкими документами, фотографиями. Потом шаг за шагом воплощая каждый элемент украшения. Это мастера, которых найдешь мало где в стране, поэтому сюда едут учиться. 28 студентов техникума из других регионов России, в том числе компактного проживания татар. Данир Вильданов учится на ювелира. Сейчас мастерит маску по мотивам татарской сказки. Делаю данные работы из серебра. Здесь основная это филигрань, чеканка и гравировка. Марийская, чувашская красавица или пару мордовских подруг. Всех этих девушек, которые словно сошли с полотен великих художников, на самом деле создали студенты этого техникума. Это их выпускные работы, показывающие многонациональное разнообразие как в их рядах, так и в их трудах. Профессиональный художник, он не голодный? Разные есть. Что же сделать, чтобы у выпускников было достойное будущее? Эти заботы берет на себя техникум. Большинство трудоустраиваются по специальности. Картины обучающихся везут на выставки, подделки продают туристам. Так у студентов появляются первые покупатели и первый доход. Выходит обычно на исполнителя прямой заказ. Дальше у нас есть салоны, куда можно представить. Можно через интернет. Это сейчас очень широко представляется. Самые востребованные специальности – дизайн. Конкурс 5 человек на место. И декоративно-прикладное искусство. На место претендуют 3. Именно они сначала придумывают, а потом воплощают в жизнь ручные произведения искусства. У нас основное востребование идет от музеев. Потому что они продают туристам серьги востребованные, ювелирка, вышивка, кожаная мозаика, тапочки, сумочки, вот такие вещи. Поэтому народные изделия раскупают даже в 21 веке. Ведь это вещи, сделанные вручную, по технологиям, которые здесь не только не забыли, но и восстановили. Теперь бережно несут в массы. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! В начале выпуска полезная информация. Планируете ремонт или покупку техники? Срочно понадобились деньги? Кредит наличными на любые цели от Акбарсбанка, подача заявки онлайн и предварительное решение за 5 минут. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше.
Лекарственный препарат Благир-3 помогает устранять проявление аллергии. Принимается при первых симптомах, не запивая водой. Таблетки Благир растворяются во рту. Сироп Благир помогает справляться с аллергией детям с 1 года. Благир-3 действует в течение суток. Теплые воздушные массы все больше разогревают воздух. И по данным сервиса Яндекс.Погода, 28 мая на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается малооблачная погода без осадков. Температура станет выше. Антициклон правит и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Тут также без осадков и очень тепло. Последние майские деньки будут жаркими и на севере Татарстана. Днем воздух прогреется до 25 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси безоблачно и безветренно. Ночью всего 6 градусов тепла, а днем синоптики обещают 25 градусов со знаком плюс. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске небо ясное. Солнце греет во всю мощь. Температура комфортная. Аналогичная погода ожидается и в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше, без осадков и ясно. В республику на несколько дней вернулась жаркая погода. Погодными процессами руководит антициклон. В субботу станет еще теплее, и зонты нам вряд ли пригодятся. Купить квартиру в Иннополисе сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось меньше 30 квартир. Звоните 500 56 59, сайт jkunicum.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 500 56 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник здоровья и долголетия. Спрашивайте в аптеках Farmland. 28 мая в Казани будет ясно и без осадков. Ночью плюс 11, а днем плюс 25. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха 43%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Будьте к себе внимательны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.